Мирзадинов Жора, это не Жора, это жулик. Жанаспек Серикбаевич, родной брат Мирзадинова Ергали Серикбаевич. Вот вам факт налицо. Что еще надо? У меня тоже левые доверенности. Где Жанаспек Серикбаевич делает, подделывает роспись Жихсекова. Нотариусов левые тоже. Мы эти факты достоверно будем доказывать. Если в Казахстане вопрос в ближайшее время не решится, мы будем обращаться в ООН международное. Вот решение суда же Суйского. Все равно мы решим, добьемся. Это 25 мая 1998 года. То есть это решение, можно его найти, но в архиве. Вот они все, заявления, это все с архива, заявление написано, это, как его, разрешение подписаны. Все здесь, то, что она говорит. Вот вам мои слова, мои заявления. Врачом работает Мирзадинова в наркологии. В погоне ее муж сидит, племянники, Ергалия Серикбаевича, зяти все в этом прокуратуре. Все вот этим нечестные люди. Чистку надо делать по роду и у них. Вот Зарина сидит, все документы уничтожает в архиве, в канцелярии. Ее тоже судить надо. Я тоже могу сказать, я очень удивилась. Я там мои заявления, я 3-4 раза ознакомливалась в разные года. То есть я как Асиапай хронологию не выдержу. Я была удивлена. То есть дело распотрошили. То есть нету постранично. В то время, вы знаете, на машинке я так, да, где-то от руки. Я вам могу сказать, если там было вот такое дело, я же несколько раз, то последний раз, лет, наверное, 3 или 4 года назад я ознакомилась, там есть мое заявление, я вам могу сказать, что там маленькая пачечка. То есть кто-то, что не угодно, все забирает. Вот если я говорю о том, что апелляция написала, что нету дела уголовного, вот факт налицо. В этом судебное, как его говорю, в архиве я нашла в этом судебном по этому решению. Вот здесь пишет и начальник ГУВД, 90-х годов ко мне пришла моя двоюродная сестра Досаева Тамира Аллахановна. Я работала в Заполярье, она знала, что у меня есть деньги, наняла у меня, сказала, что ей надо родственнику. Он стал прокурором города Алматы. Правда или нет, это с ее слов. Я ей дала, назначенный срок она не вернула, а потом с очередной, когда я приехала о поездке домой, выписала мне, сказала, выпиши доверенности на свою квартиру, на квартиру дочери, трехкомнатные, одна улучшенная, вторая обычная, панельки. И разницу она посчитает и мне отдаст новую расписку. Я ее попросила выписать доверенность на мою приятельницу, так как это третье лицо, которое может в случае ее неуплаты долга оформить на нас с отцом. Мы оформили квартиры, и в одну из когда я приехала в Алмату, я узнаю от отца, что нас вызывает банк, акционерный банк Акжолу, что мы, оказывается, выступили гарантом займа, который на тот момент, в 1994 году, в 1993 составлял $1 миллион. Когда я сходила в акционерный банк, поговорила с председателем, значит, он мне сказал, что от нашего имени выписана доверенность от 5 сентября 1994 года, занесена в книгу реестров номер 5-8 для поэта. То есть мы выступили, оказывается, гарантом. И подпись стояла старшего нотариуса Алматинской городской нотариальной конторы Сулейменовой Маргариты Владимировны. То есть мы, отдав свое имущество, выступили гарантами этого займа, и на тот момент этот займ составлял почти $1 миллион. Не почти $1 миллион, да. Вот, я пошла в Нацбанк с жалобой, пошла в ДВД города Алматы о том, что мы никаких доверенностей не давали, что своим имуществом мы не гарантировали получение этого займа. И в первую очередь я поехала к своей сестре Досаевой Галине Аллахановне, которая мне сказала, что эти деньги она якобы отдала семье своего мужа
Это братьям Мирзадиновым, да. Правда или нет, не знаю, но вот такое вот было. То, что здесь какая-то доля правды есть, я могу сказать о том, что по дальнейшим действиям. Когда я стала жаловаться, в Нацбанк ходила, в ДВД ходила, к ней ходила, в один из прекрасных дней, значит, акционерный банк Акжума был объявлен банкротом. И когда я пошла в БТИ взять справку о том, что моя недвижимость в залоге, значит, на отца я взяла, а на мне, то есть документы, то, что на мне были, по улице Айтикиби, квартира трехкомнатная улучшенная, она вообще исчезла. То есть никогда как будто она на мне не было, но доверенности банки о том, что я гарантом выступаю, они есть. И после этого я подаю в суд, подает папа в суд, что выселяет дочь Досаевой. И в ходе суда была назначена экспертиза. Значит, по банковским документам банк предоставляет теперь новые документы о том, что займа типа не было. Но как не было, если мы вытаскиваем реестр Маргариты Владимировны Сулейменовой, жены Олжаса Сулейменова, и там оно есть в реестре доверенности от моего имени, от имени отца, что мы эти квартиры закладываем в счет этого займа. В результате банк объявлен банкротом, документов нету, в суд они представляют, что займа не было. Если кто знает, что $1 000 000 в 1994 году. Банка. Да. И такое скорое банкротство банка, это уже навевает, после того, как я стала жаловаться везде по органам ходить, моментально закрывается. И банк дает такие ложные сведения. Хотя, как можно, если по бумагам смотреть-то, в реестре-то доверенности они сохранились. И в суде, значит, когда мы подаем по одной квартире, которая сохранилась, одна квартира, которая была на мне, оно вообще исчезает с БТИ, как будто на меня никогда ничего не было. Но в суде сама выступает Досаева и говорит о том, что да, она подделала подпись своей дочери, сходила к своей подруге, сказала, что это ненадолго, что это делается с целью обмануть сестру, то есть меня. И она выписывает кучу 7 доверенностей. И спокойно, вот это магазин, проходной двор. Сулейменова Маргарита Владимировна все это заверяет и все это отдает. И по подделанным, получается, в суде, я голословно не говорю, была, значит, экспертиза, значит, по Панфилова квартира, вот, значит, от 26-го, так, я такой-то, такой-то, текст, подпись расположенный, подпись от 26 мая 1994 года, выполнен вместо Дугашевой Досаевой Галины Александровны. Ой, Аллахановны. Вот оно с печатью, с подписью. Это я взяла с архива судебных актов. Вот я беру с БТИ тогда об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое имущество. Это улица Панфилова, дом 26, квартира 45. Вот дубликат. В 1998 году идет расторжение на основании судебного акта, который доказал о том, что это была левая доверенность. Также я инсценировала, значит, во время суда Галина Аллахановна, это можно посмотреть в протоколах судебных заседаний. Она говорит о том, что ее родственник является прокурором города, и ей на закон плевать, она делает то, что хочет. Захотела меня обмануть, сделала доверенности, и дальше как суд поступил. Суд, хотя было заведено в ДВД дело уголовное на Досаеву и Дугашеву по факту, то, что они поделали документы, несмотря на мои многочисленные заявления, на Сулейменову, несмотря на то, что здесь судом установлено факт подделки, установленной экспертизой, на нее никто уголовное дело по многочисленным заявлениям не
возбуждает. Но дальше суд. У меня отец после слов Досаева получает сердечный приступ и потом умирает от инфаркта. Вот Про он, Досаева можете чуть рассказать?